Да. 9, сейчас только в самое ближайшее время, не минувших, 9 концертов прошло. Сейчас всего 5-й день. 9 концертов, это все-таки очень много. И 3 творческих встречи. 2. Да? 2. И 3-й у нас авторский концерт. Ну что можно сказать, что то, что произошло, это совершенно уникальное событие для республики. Вот сейчас буду цитировать Сакаева через себя, что значит исполнилась, так сказать, вековая мечта. Во всяком случае, ничего подобного, а я здесь живу 41 год. Вот после окончания консерватории я приехал сюда, в Санкт-Петербургской, я ничего подобного не видел. Вот, для меня лично, вот можно лично, да, какие-то, да, так ведь? Что для меня лично это, может быть, самое счастливое время за все мои годы проживания здесь. Звучала музыка, которая или никогда не исполнялась, или исполнялась там 20-30 лет назад. Что там греха таить? Композиторов исполняют очень редко. И вот я, который, в общем, председатель Союза композиторов, я некоторые сочинения впервые услышал у своих же близких друзей, с которыми мы вместе работаем. Теперь, значит, мы задействовали, вот организатор, настоящий, можно сказать, волшебник всего этого дела, огромное количество исполнителей, самых лучших, самое лучшее, что у нас есть, ну разве что вот совпало с юбилеем у нас одной певицы, которая не участвовала. Когда шел 2-й концерт гамма-ансамбля, пришла одна женщина за кулисы и говорит, типа того же, ну как вам не... Ну вы что, вот всерьез, это вот смотрите, вот люди, там же дети в зале, это что такое, это как? Вот, я тогда ей сказал, вы знаете, если бы вам прочли на арабском языке великие стихи, какой-то Наваи, ну что сказать, что это такое? То есть для того, чтобы судить, надо изучать этот язык. Музыка – это такой же иностранный язык, как любой другой, только более сложный, более глубокий, более тонкий. Его надо изучать, начиная с букв, с нот. Вот. И она такая пристыженная несколько. Она даже послушала вещи 3. Я говорю, ну это же красиво. Вот видно. Все мы помним 1910 год, когда была, значит, премьера, скажем, там, «Весны священной», или какой, 11-й, 12-й. И когда в зале был шум, и Стравинский потом написал, я так и не понял, это было поражение или победа. Но я думаю, что, мне кажется, что все-таки это было в большой степени в нашем случае победа. Нам повезло больше, чем Стравинскому. Стравинскому, правда, повезло в дальнейшем. Очень здорово. Ну вот, простите за длинную речь, можно было сказать короче, но можно было бы и длиннее.